выхожу, у меня денег нет даже покушать в столовой, черт побери. А вы старались, себе отказали, накопили там 10 тысяч долларов и на тебе эту дуру отдаете. Я захожу в этот магазин, эта шуба стоит 49 700 долларов. А вы звоните им, потом вы сами плохой. Никто не должен знать, что у вас есть деньги. Жена тоже не знала. Вот как вы делали детей? Случайно? 5 тысяч, что такое в год? Я сидел, думал, ё-моё, чем я собираюсь заниматься? Запомни, то, что нарисую, это стоит $1 миллион. Никогда не бери кредит, ни в коем случае, если это все не проверено. Ты что, ходишь на тренинг? Ты что, тупой, что ходишь на тренинг? Как будто они умные. Теперь самое важное, возьмите за уши себя. Люди думают, что от того, что много работают, как будто больше результата будет. Это не так. Ты начнешь понимать, как делать одно действие, которое дает миллионы результатов. Мы родным, близким нужны успешным человеком. Внимание! Первые инвестиции. Вот накопили какую-то сумму денег. Знаете, какая ошибка делают люди всегда? Такая большая ошибка людей в чем заключается? Они, когда накопят деньги, они сразу бросаются в больших проектах. Они говорят, зато если этот проект работает, навсегда все. Это основная ошибка людей. Я сам был такой. Я ходил с этим проектом, 10 800 000 евро был этот проект. Я ходил с этим проектом одного инвестора к второму, с третьего к четвертому. Денег нет, на дорогу денег нет, так тяжело. Вы представьте, захожу в мэр города, убеждаю, что дай мне земля, и он выхожу, у меня на такси денег нет. Мэр города мне говорит, сколько вам надо? Я говорю, 4 гектара. Проект у меня на 10 800 000 евро. Еще самое интересное, я на него все равно находил инвесторов. Понимаете, странно, я выхожу, у меня денег нет даже покушать в столовой, черт побери. Вот ненормально, да? Сейчас вспоминаю, думаю, какой был ненормальный. У меня один друг в Балхаше хочет строить пансионат. Каждый раз, когда сидим, чай попьем, и так, в конце мне говорит, дай $100. Я ему говорю, почему? Говорит, на дорогу денег не осталось. Я говорю, ты уже меня 10 раз просишь. Он говорит, что поделать, все деньги ушли. И пансионат строит в Балхаше, это в Казахстане. А то, что проект большой, он съедает все то, что он находит. Он вкладывает, возврат денег нет. Кто начинает понимать? Поэтому, когда у вас будут деньги, с первой инвестиции делай краткосрочные деньги. Это что такое? Это деньги, которые от 4 месяцев до 12 месяцев возвращаются к тебе. То есть ты инвестировал, они быстро возвращаются. Ты вложил, они быстро возвращаются. Краткосрочные деньги бывают какие? Это в сфере услуг, это бывает торговля. Кто понял? Вот в этих сферах. В сфере производства чаще они не возвращаются в год. В сфере гостиницы, таких, они чаще не возвращаются. Это долговременные инвестиции. Поэтому вкладывай краткосрочные деньги, потому что денег немного же. Сделай так, что они быстрее возвращались. Теперь самое важное. Возьмите за уши себя. За уши возьмите. Держите вот так. Свои деньги никому не дай. Мой совет. Никому не дай. Знаете, вы не должны кому... Никто не должен знать, что у вас есть деньги. Если кто-то не будет узнать, что у вас деньги есть, я даю вам слово. Они придумают разные планы, разные подходы. Знаете, такую историю, чтобы лишь бы их у вас забрать. Еще, знаете, так они сладко вам рассказывают. Кто-то из них давит на вашу жадность. То есть, что, он знает, что вы хотите тоже что-то делать. Говорит, да, у меня есть немножко денег, я что-то хотел бы делать. Кто-то давит на вашу жадность. А вот кто-то начинает на ваши чувства жалости. Он говорит, ты знаешь, у меня такая проблема. Сейчас муж так попал, вот так трудно. Ну ты же 3 года для нас накопила, дай нам эти деньги. Ну в сути так и получается. Вон мы погуляли с мужем, довольно ходили, а вот ты 3 года накопила, ну теперь давай, ты плати за нашу глупость. Это же что такое? Ну, реально так и получится. Хотя они так не говорят же, но реально так и получится, что они гуляли, они беззаботный образ жизни вели, а вы старались, себе отказали, накопили там 10 тысяч долларов и на тебе эту дуру отдаете. А потом они вам вернут? Нет. А вы звоните им, потом вы сами плохой. Что ты звонишь-то? Мы что, уезжаем отсюда, что ли? А что, ты не даешь нам жить теперь, да? Ты что, нас первее знаешь? Да ты немножко деньги, у тебя появится, что теперь? А вы знаете, иногда сидишь, думаешь, Господи, теперь боишься звонить им.
У кого из вас бывало такое? Даже думаешь, блин, звонит, нет, сейчас звонишь какой-то там, сейчас он рот открывает, что-то опять вонять будет. Как-то неприятно просто. Потом думаешь, звонит, не звонит, как это он воспримет? Теперь самое интересное, свои собственные деньги повторно пытаешься зарабатывать. Как будто ты новым клиентам звонишь, рассказываешь, объясняешь. Так или не так? Это время, вместо того, что тратить, чтобы свой бизнес развивать, ты сидишь, думаешь, как ей объяснить, что мне эти деньги нужны? Пожалуйста, их верни. Это просто как-то странно. Поэтому, пожалуйста, никто не должен знать, что у вас есть деньги. Никто. Желательно, что жена тоже не знала. Не обидитесь, да, иногда тогда так говорят? Я откуда знаю? Однажды на имя своей жены вложил немножко денег. 500 000 вложил на ее имя. Через 3 дня мой Боджа приходит домой. Через 3 дня. Как-то вот так. Он раньше не ходил к нам, вообще ничего не разговаривал. Сидит и общается. Как-то он добрый стал, какой-то такой заботливый. Так. Я не могу понять. И как-то, когда по окончании говорят, дай $100 000. Я говорю, а зачем тебе деньги? Он говорит, ну у тебя же есть, дай, мне нужен. Я не могу понять, от чего он взял, что у меня есть лишние деньги. Я говорю, понимаешь, мне деньги самому нужны, у меня куча проектов, у меня очень большие планы, много дела и так далее. Потом вдруг вспомнил, это дура, тому свою дуру рассказала, а та поболтала. Так и получается. А почему? Что, он ясновидящий, что ли? Откуда он знает? А почему до этого он не просил? Я сказал, нет, дорогой, у меня море проблем, у меня свои планы и так далее. Я хочу, чтобы вы знали, свои деньги никому не дайте. Я много раз деньги отдавал другим, это меня назад таскало. Вы меня поняли? Не давайте. Даже если ты близкий друг, даже родственник, самый необходимый случай, другое дело. Вы станете сначала богатым, состоятельным, а потом заботьтесь, это нормально. И самый крайне необходимый случай – это другое дело. Когда вы видите, что человеку вы можете реально спасти, у него сложные трудности, там, операция попала или что-то попало и так далее. И если попал в такие положения, как у меня, например. Вы не устали со мной? Ну хорошо, тогда делайте вид, что вам здесь нравится.